Привет, друзья! Сегодня у нас 14 урок. Он төртінші сабақ. Сегодня мы пройдем окончание М, Н, С. М, Н, С мүшелері. Жаңы сөздерді жаттағыла. Выучите новые слова. Эже – это будет сестра или тетя. Бөбек будет братишка, либо ребеночек маленький, либо маленький братишка. Küçük будет щенок. Далее мы пройдем окончание, но так как это продолжение предыдущей темы, в которой мы проходили, что окончание добавляются к слову, стоящему после слов менин, сенин, анын, но на прошлом занятии мы проходили слова которые заканчиваются на согласную. Сегодня же мы пройдем слова, которые заканчиваются на гласную, и то, что для них окончания будут, если мы говорим менин, то окончание будет м, сенин окончания будут н, анын окончания будут с, су, си, сю, в зависимости от друзей букв, которые мы проходили еще на прошлом занятии. На примерах разберем и объясню, как ставятся эти окончания. Например, менин көчөм. Көчө – это улица. Мы видим, что здесь последняя буква гласная, да? Менин көчөм, моя улица. Добавляем просто буковку М, потому что последняя гласная. Менин сум, тоже последняя гласная, поэтому добавляем просто М. Менин сум, моя вода. Ине – это иголка. Моя иголка будет менин инем. Теперь на примере сенин пройдем те же слова. Көчө – это улица. Сенин көчөң – твоя улица. Су – это вода. Сенин су – это твоя вода. Ине – это иголка. Сенин инең – твоя иголка. Как мы видим, везде окончания гласные, да, и добавляются просто буковки М или Н. К третьему лицу анын добавляются окончания с, су, си, сю, в зависимости от друзей. Например, друг, ü. Поэтому, если последняя буква в слове будет гласная, или ü, окончание будет сю. Если у любого слова последняя гласная будет у, о или ю, как здесь, да, то окончание будет су. У, окончание су. Если последняя гласная в слове будет е, и или то окончание будет си. То есть это друзья буквы, и если в корне есть эти буквы, то в окончании, скорее всего, эти же буквы. Просто надо запомнить, что мы когда говорим анын, то добавляются окончания с, су, си, сю. Тексты оқуғыла. Второе задание у нас нужно прочитать текст. Менин атым Айша. Менин атым это еще с прошлого урока. Мы знаем, что если последняя согласная, то мы добавляем ым, да? А почему ым? Потому что а и и друзья. Здесь а и и, они друзья. Менин атым Айша. Меня зовут Айша. Мен экинчи класста оқуйм. Я учусь во 2 классе. Менин атам, апам, эжем, жана бөбөгүм бар. У меня есть папа, мама, сестра и братик. Так как мы везде здесь идут гласные, мы добавили просто буковку М, да, для окончания к менин. Менин küçüğüm бар. На прошлом занятии мы проходили, что если последняя буква в слове К, то К при добавлении окончания меняется на Г. Менин küçüğüm бар. Анын аты Акжолтой. Его зовут Акжолтой. Это тоже с прошлого урока. Здесь последняя согласная, поэтому просто добавили и. Анын аты Акжолтой.
На этом сегодняшний урок закончился. Надеюсь, вам все понятно. Если что-то непонятно, можно пересмотреть снова этот урок и предыдущий. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам интересно. Пока-пока.